Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Ларисы Шамаевой. В начале о главных темах. Новая техника для наших героев. Региональный общественный фонд закупил для нужд бойцов, участвующих в СВО, новую технику. Глава региона лично проверил автотранспорт. День мира. Закончилась контртеррористическая операция, это значит, мы выиграли терроризмом, ваххабизмом, выиграли борьбу и навели конституционный порядок. Дата, изменившая историю. Сегодня Чеченская Республика отмечает памятную дату – день отмены контртеррористической операции. Стратегия роста. Все участники обмениваются опытом, знаниями в развитии своих городов. В республике продолжает работу уникальная образовательная программа «Школа мэров». Подробности второго дня в нашем выпуске. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова закупил для нужд бойцов новую технику. Глава Чеченской Республики вместе с вице-премьером правительства по силовому блоку Абузейдом Висмурадовым осмотрели 10 новых малотоннажных грузовых автомобилей повышенной проходимости марки УАЗ. Благодаря компактным габаритам, маневренности они способны уверенно передвигаться по труднодоступной местности. Подобный транспорт очень востребован в зоне проведения спецоперации. Стоит отметить, что с первых дней СВО руководство республики уделяет особое внимание нуждам российских подразделений, отстаивающих интересы России, регулярно обновляя материально-техническую базу наших бойцов для успешного выполнения ими воинского долга. Особое внимание к нуждам военнослужащих – залог успешной оперативно-боевой деятельности, и новый автотранспорт существенно облегчит работу подразделениям из Чеченской Республики. يعني شوات يزدم شوات يعرف من غيبه ده موضوع ده غي كان عطي زي يبغى شيء نشكر كنت حمول إذا كنا ده هو دين على حيوش دوان وش أسك شو دوان كنت يلتشوا بس دعوة بيتيو очередная партия يقطع دعجة صنع يعني يدخل دخل كذي على هي شوية 16 апреля 2009 года на территории региона был отменен режим контртеррористической операции. Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале поздравил жителей Чеченской Республики с этой знаменательной датой. Этот день символизирует не только окончание тяжелых испытаний, но и стойкость нашего народа, его единство и стремление к миру. Решение высшего руководства России об отмене КТО стало переломным моментом в жизни субъекта, привело к значительным изменениям в политической, социальной и экономической сферах. Этот долгожданный мир был достигнут огромной ценой. В борьбе с этим злом отдали свои жизни первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров и тысячи наших братьев, его верных соратников. Мы будем помнить каждого и сделаем все, чтобы будущее поколение проживали в мире и согласии, как того желал Ахмат Хаджи, написал глава региона.
16 апреля 2009 года – это историческая дата для Чеченской Республики. В этот день был подписан указ об отмене режима КТО, завершивший сложный период в жизни субъекта. И наш регион вступил на путь устойчивого развития, мира и процветания. Эта победа стала возможной благодаря мудрой политике руководства и стойкости чеченского народа. И сейчас, спустя 15 лет, Грозный и другие города региона стали символами возрождения, демонстрируют впечатляющие успехи в экономике, социальной сфере и культуре. И там, где некогда гремели взрывы, сегодня строятся школы, мечети, современные бизнес-центры. О судьбоносной дате расскажет Медина Мударова. Да, это коридор, а вот наша спальня. Второй этаж. А вот это вот кухня. Режим контртеррористической операции – страшное время для Чеченской Республики. Везде царил хаос. Каждый день был пропитан страхом. Блокпосты, проверки документов, комендантский час, зачистки. Чужие приходили с оружием и диктовали свои правила. Население было расколото на группы и кланы. Живя в сегодняшнем дне, сложно все это представить, но реальность была такова. Началось-то, конечно, это еще с 1994 года. Развязали это, можно сказать, властно-олигархические круги. Комиссия Говорухина обвинила во всем главу президента Российской Федерации Ельцина, потому что он не смог предотвратить фактически гражданскую войну на территории Российской Федерации. Если кукловодам Запада удалось разрушить Советский Союз, то по такому же сценарию должна была разрушиться и Россия. Люди жили в ожидании чуда, и оно произошло. Ситуация изменилась лишь с назначением на должность главы администрации Чеченской Республики национального лидера Ахмата Хаджи Кадырова. Он взял ответственность за свой народ и дал то, что было так необходимо – надежда на светлое будущее. Я низко преклоняюсь перед своим народом и могу здесь ответственно сказать, я все сделаю, чтобы обезопасить этот народ, первое, и чтобы его объединить. Он знал, что нужно восстанавливать экономику, возвратить беженцев, возвратить из лесов тех, которые заблудшие души, которые участники вот этих незаконных вооруженных формирований, но которые не погрязли в крови. Он готов был вести переговоры со всеми, но только чтобы остановить войну. Он приехал в Грозный, поставил туда вагончик и, в общем, начал принимать посетителей, людей, которые приходили к нему со своими проблемами. И тем самым он показал, что Грозный будет столицей, и в дальнейшем Рамзан Ахматович это уже на деле притворил. 2000-е годы. Тогда началась работа по отмене контртеррористической операции. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, молодой руководитель, сумел убедить властные структуры России, что регион вошел в мирное русло, и отмена чрезвычайного режима будет благопрепятствовать дальнейшей стабилизации жизни в регионе. Судьбоносное решение было принято высшим политическим руководством страны 16 апреля 2009 года и по праву названо Днем мира. В Чеченской Республике с сегодняшнего дня отменен режим контртеррористической операции. Решение об этом принял Национальный антитеррористический комитет. Особый режим, который действовал в регионе последние 10 лет, был снят в полночь. Это означает отмену прежних ограничений, в частности, особого паспортного контроля и особого режима работы транспорта. Закончилась контртеррористическая операция, это значит, мы выиграли у терроризма, у ваххабизма, выиграли борьбу и навели конституционный порядок. На территории Чеченской Республики главенствует закон и будет главенствовать. Мы часть территории России, у нас действует закон Российской Федерации, мы будем соблюдать Конституцию Российской Федерации и Чеченской Республики. Это для нас очень приятная и радостная весть. Решение способствовало восстановлению всех институтов государственной власти и стало официальным признанием окончания войны. Глава республики назвал его точкой отсчета новой эпохи развития региона. Ancak bu bakmıyoruz. Halk bu bakmıyoruz. Ve ahmuduz buradan. Ve gazete. Orduyor. Sen daha böyle ne bu sen işte kırmızısın. Bu ne de ona sesler. Ve duhuyor. Ve noktadır. Ya da ve noktalar ve noktalar bir mix nasıl bir. Anlaydı o da. Şu bir türlü de şu kahve gider ve şey bu. Слова Рамзана Кадырова можно считать пророческими. Это была действительно переломная дата, за которой последовал взлет Чеченской Республики, поразивший весь мир темпами своего восстановления, и все самые смелые мечты молодого лидера начали воплощаться в жизнь.
Не только российский звезд, мировой звезд, спортсмен, 16 апреля – это не только День мира, это день победы добра над злом, милосердия над жестокостью. За последние 16 лет наш регион достиг небывалых успехов. Грозный по праву стал центром Северного Кавказа и местом притяжения сотен инвесторов, туристов, высокопоставленных гостей. В Чеченской Республике проходят массовые политические и культурно-спортивные мероприятия международного уровня. Ну а Грозный стал одним из самых динамично развивающихся городов России, на территории которого возводятся крупнейшие архитектурные сооружения и объекты. Режим контртеррористической операции – это страница, которую невозможно вырвать из истории Чеченской Республики, но можно и даже необходимо перелистнуть, чтобы строить будущее, свободное от страха, будущее, где каждый сможет жить в мире и согласии. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Презентация проекта «Грозная культурная столица-2025» и открытие выставки, посвященной достижениям культуры чеченского народа, прошли в здании Совета Федерации в Москве. Спикер Верхней Палаты Валентина Матвиенко отметила, что проект станет стимулирующим фактором для дальнейшего развития региона. Обо всем по порядку. Репортажи Рамзана Боева. В Совете Федерации звучит легендарная композиция «Нохчичо». Ее исполняет мужская хоровая капелла «Или» в рамках презентации проекта «Грозной культурной столицы России 2025 года» в Верхней законодательной палате. Во главе чеченской делегации в Москве спикер парламента Шаид Джамалдаев. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече поздравила с получением городом Грозный высокого звания и отметила, что недавно была в нашей республике и убедилась, как она динамично развивается. В Чеченской Республике есть чем гордиться, то, как под руководством глубоко уважаемого главы республики развивается ваш регион. Это заслуживает всякой похвалы, уважения. Все это дается благодаря трудолюбивому чеченскому народу, всем жителям Республики Чечня и, конечно, очень умелому руководству главы республики. То, как он любит свою землю, как он любит своих людей, то, как он много делает для республики, это тоже вызывает огромное уважение. Ну, я не так давно была у вас. Столица, ну, просто красавица. Это один из таких самых красивых, благоустроенных городов. И понимаешь, что просто так ничего не дается. За этим огромный труд и главы республики, и парламента республики, и ваш лично, уважаемый Шаид Вахаевич, депутатов и в целом всех жителей Чеченской Республики. Поэтому очень важно, что на федеральной площадке вы представите свою республику. Сенаторам очень важно, которые представляют все регионы России, увидеть ваш опыт, увидеть то, что происходит. И, конечно, искренне поприветствовать в вашем лице всех жителей Чеченской Республики. Так что надеюсь, что все пройдет очень достойно. Вам огромное спасибо за площадку, за такое доброе отношение к нашей республике, к руководителю нашей республики. Безусловно, декларирует глава Чеченской Республики и толерантность, и интернационализм, и любовь к России в целом, уважительное отношение ко всем конфессиям. Мы вот этой программой и живем. Стараемся быть равноправным, достойным субъектом Российской Федерации под руководством нашего главы, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Уже в ходе 589-го заседания Совета Федерации Шаид Джамалдаев озвучил приветствие в адрес сенаторов от имени главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые члены Совета Федерации, я с большим удовольствием приветствую вас на презентации проекта «Грозная культурная столица 2025 года». Сегодня мы поделимся с вами достижениями и богатым культурным наследием, которым по праву гордится чеченский народ. Проект «Культурная столица года» дал нам уникальную возможность продемонстрировать нашу самобытность, традиции, искусства. Уверен, это поможет нам объединить людей, вдохновить на новые свершения и укрепить межрегиональные связи. Грозный удивит гостей разнообразием культурных
событий, выставками, концертами, творческими проектами. Мы стремимся открыть новые горизонты для сотрудничества и самореализации, чтобы каждый нашел здесь что-то близкое и вдохновляющее. Грозный – это не только город воинской славы, но и динамично развивающийся культурный центр, где гармонично сочетаются традиции и современность. Мы готовы продемонстрировать всему миру, что наш город живет насыщенной культурной жизнью, в которой ценится искусство и творчество. Я выражаю благодарность всем, кто принимал участие и помог нам в организации этой выставки. Ждем вас в гостях в Чеченской Республике. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. После председателя чеченского парламента презентовал проект «Грозная культурная столица 2025». Так, в этом году в столице откроется крупнейший в России исламский научно-просветительский центр. Реконструируется международный аэропорт и железнодорожный вокзал. В ближайшие дни ожидается ввод в эксплуатацию Республиканского центра спортивной борьбы имени Буайса Расайтиева, школы тенниса и фехтовального комплекса. Расширяется одна из центральных улиц имени Асламбека Шарипова. Присвоение Грозному этого почетного статуса не только признание достижений нашей республики, но и результат масштабной, слаженной работы команды под личным руководством главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Хочется с особой гордостью отметить, что за последние годы в Чеченской Республике реализовано множество значимых проектов во всех сферах, во всех направлениях. Достигнуты значительные успехи в сфере образования, медицины, туризма, спорта и культуры. Город Грозный, как сегодня уже отмечалось, является одним из самых быстро развивающихся, перспективных, красивых городов страны. Об этом свидетельствует многочисленные достижения города. Однако одним из основных, последних, более значимых, конечно же, является победа в конкурсе. Статус культурной столицы – это не только почет, но и большая ответственность. Без сомнения, этот год войдет в новейшую историю Чеченской Республики как один из самых насыщенных событий в Чечне и в России в целом. В течение года в Грозном пройдут ряд значимых событий, среди которых международные всероссийские фестивали и форумы, открытие новых культурных, спортивных и образовательных объектов, гастроли ведущих российских театров и симфонических коллективов. Это всего лишь малая часть того, что нас ожидает. Грозный – это город успеха и возможностей. Безопасная и комфортная площадка для проведения всероссийских и международных мероприятий. Наш первый президент Ахмат Хаджи Абдухамидович Кадыров всегда цитировал русских классиков, особенно Некрасова. Сегодня мне тоже кажется это актуально. Не может сын смотреть спокойно на горе матери родной. Не будет гражданин достойный, к отчизне холоден душой. Это всегда Ахмат Хаджи Абдухамидович цитировал. Поэтому спасибо за внимание. Валентина Матвиенко подчеркнула, что Дни культуры субъектов России – новый формат для Палаты регионов, отметив, что Чеченская Республика стала его первопроходцем, продемонстрировав всю красоту и богатство своей культуры. Я хочу еще раз сердечно поприветствовать от всех нас, наших дорогих гостей из Чеченской Республики. В первую очередь я хотела бы передать искренние слова благодарности от лица всех сенаторов Российской Федерации главе республики, уважаемому Рамзану Ахматовичу Кадырову, который поддержал инициативу о проведении Дней культуры Чеченской Республики в Совете Федерации. Мы знаем, какое внимание Рамзан Ахматович уделяет лично вопросам развития культуры, сохранения национальных традиций чеченского народа. И здесь ваша республика, точно можно сказать, в числе лидеров. Такая большая последовательная работа по сбережению культурного наследия достойна самого глубокого уважения. Каждый, кто бывал в Грозном, может подтвердить, что звание присвоено совершенно заслуженно. Делегация Совета Федерации посещала Чеченскую Республику прошлой осенью, и могу сказать, что впечатления от поездки до сих пор свежи в памяти. Грозный 21 века – это современный, комфортный для жизни город. Можно совершенно точно сказать, что это одна из самых безопасных и благоустроенных региональных столиц России. Прекрасная архитектура,
много зелени, новые современные социальные объекты и так далее, всего не перечислить. При этом на каждом шагу чувствуется искреннее гостеприимство, глубокое уважение к историям и традициям родной земли и гордость за нашу большую родину Россию. Все это результат многолетнего труда руководства Чеченской Республики, лично главы республики Рамзана Ахматовича Кадырова, его команды и, конечно же, всех жителей Чеченской Республики. За последние десятилетия сделано очень многое, чтобы Грозный расцвел, стал точкой притяжения для гостей со всей России и из-за рубежа. И в этом смысле очень символична дата нашей с вами встречи. Именно 16 апреля в Чеченской Республике отмечается День мира. Это день, когда было снято КТО. Вот так совпало. В свое время именно этот день и стал тогда точкой отсчета к преображению всего региона. И, безусловно, такое успешное, поступательное, мирное развитие республики – это то, к чему всегда стремился первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров. Он говорил: «Моя цель не остановить войну, а покончить с ней раз и навсегда». И мечтал, чтобы его родная земля была благополучной и процветающей. Именно такой она сегодня и стала. Присвоение Грозному статуса культурной столицы 2025 года – это очередное тому доказательство. Уверена, что это событие послужит новым хорошим импульсом к дальнейшему развитию Чеченской Республики. Также глава Совета Федерации отметила важную и достойную черту чеченского народа – преданность родной земле и Отечеству. Конечно, дорогие друзья, я сегодня не могу не сказать, как героически и профессионально сражаются в зоне специальной военной операции бойцы из Чеченской Республики, кстати, всех национальностей. Многие из них отмечены высокими боевыми наградами. Я хотела бы выразить благодарность всем нашим героям, а также их отцам, матерям за то, что они воспитали настоящих мужчин, верных защитников Отечества, которыми гордится вся страна. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, я уверена, что Чеченская Республика продолжит активно развиваться, будет становиться еще прекраснее и вносить свой вклад в процветание России. Искренне желаю вам мира, благополучия, всего самого доброго. Еще раз спасибо за такую яркую культурную программу, за прекрасную презентацию города Грозного и Чеченской Республики в Совете Федерации. Благодарю вас за внимание. Спасибо за участие. В Верхней законодательной палате также открылась выставка. В экспозиции представлены народные промыслы и ремесла, достижения в сфере культуры и искусств. Центральное место занимает национальная одежда чеченцев. Посетители могут увидеть парадные мужские и женские костюмы. Вот слушайте, какие вот национальные, но какие красивые наряды ваши женщины шьют. Просто потрясающе. 40 человек жителей Чечни, удостоены Героя Советского Союза, в том числе есть большой интернационал, подавляющее большинство чеченцев души. Вот. Есть случаи, когда после войны буквально Владимир Владимирович возвращал неврученные награды. Торжество, справедливость восторжествовала. Российский университет спецназа находится в городе Гудермес Чеченской Республики. И идея создания пришла в голову главы республики еще в 2013 году. С тех пор университет постоянно динамично развивается и готовит специалистов по всем направлениям, как силовых подразделений, так и гражданских туристических направлениях подготовки. Территория университета расположена на более чем 450 гектарах. Все виды военной подготовки и экстремального туризма представлены на территории университета. На данный момент
основной работой университета является подготовка добровольческих подразделений спецназа «Ахмат». И на данный момент подготовлено более 21 тысячи добровольцев. Все они прошли подготовку по программе, постоянно меняется программа, получая опыт с передовой, мы постоянно меняем программу и обучаем специалистов по всем направлениям. Артиллеристы, операторы беспилотных летательных аппаратов, те, кто бывал в вашем учебном заведении, говорят, просто уникальное учебное заведение, аналогов которым нет. И, конечно, очень важно, что лично глава республики Рамзан Ахматович уделил, во-первых, его идея была, которую он реализовал, что он лично держит под контролем. И хочу вас и всех благодарить за огромный вклад в специальную военную операцию, за мужество всех тех ребят, которые прошли подготовку в этом учебном заведении. Они бьются вот за родину, не за жизнь, ну, это просто уникальное учебное заведение, современное, оборудованное, поэтому спасибо вам огромное за эту работу, которую вы делаете. Особенно сегодняшний день показал востребованность и правильность принятого тогда решения. В рамках презентации состоялась и концертная программа с участием творческих коллективов. Артисты представили музыкальные произведения, танцевальные номера, вдохновляющие зрителей на знакомство с богатой чеченской культурой. Спикер Верхней законодательной палаты подчеркнула высокий уровень выступления артистов Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова и танцевального ансамбля «Войнах», отметив, что Грозный заслуженно получил звание культурной столицы. Хочу вам сказать огромные слова благодарности за этот потрясающий концерт. Это даже не концерт, это какая-то феерия, это экспрессия, это взрыв эмоций, взрыв чувств. Какие талантливые у нас живут люди в стране. Ведь на самом деле главное богатство нашей страны – это ее многонациональный народ. Это многообразие культур, традиций, языков, народов, проживающих в нашей стране. Но ансамбль этот, нет слов, чтобы передать правду эмоции. Какая хореография, какое мастерство, какой талант, какие потрясающие красивые костюмы. И в общем, вы нам подарили сегодня просто праздник. Спасибо вам огромное. Я хочу артистов, руководителей. И еще раз я говорю искренне Рамзану Ахматовичу, потому что он лично курирует этот коллектив и даже репетиции контролирует. И поэтому уровень сохраняется высочайший. В мире ничего подобного нет. Давайте еще раз поаплодируем артистам. И пожелаем Грозному, культурной столице, оставаться всегда на такой же высоте. Спасибо огромное. Уже вечером в зале имени Рахманинова состоялся концерт под названием «Сердце Чечни бьется в Москве». Приветственное слово от Рамзана Кадырова зачитал полномочный представитель Чеченской Республики при президенте России вице-премьер Бикхан Таймасханов. Чеченский фольклор – это важная часть культурного наследия, которое сохранило свои корни и традиции. Оставаясь неизменной под воздействием современных тенденций, народные сказания, легенды передаются из уст в уста, отражая историю и дух чеченского народа. Одним из ярких аспектов чеченского фольклора являются танцы. Они выступают не только как искусство, но и как способ передачи эмоций и настроений. Чеченский фольклор служит связующим звеном между поколениями, сохраняя уникальные традиции и обычаи, которые не теряют своей актуальности и привлекательности. Грозный в этом году признан культурной столицей России. И мы хотим, чтобы эти события вместе с нами отметили все граждане нашей большой великой страны. Предоставить возможность окунуться в нашу культуру и поделить вам атмосферу праздника. Сегодня перед вами выступят ярчайшие звезды
чеченской эстрады. Мы подготовили для вас удивительное представление, полное ярких эмоций и вдохновения. С помощью артистов мы хотим показать, как важна культура для единства и развития нашего общества. Народ Чеченской Республики гостеприимный. Если вам удастся в этом году посетить Грозный, то вас ждет множество культурных мероприятий. Уверен, что вы обязательно получите массу положительных впечатлений. Спасибо, что вы с нами. Пусть этот вечер станет яркой страницей в истории нашего общего культурного пути. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. В каждой ноте звезд Чеченской филармонии имени Аднана Шахбулатова и в каждом движении артистов ансамбля «Танца в войнах» отражение духа и характера народа. Концерт стал настоящим праздником для зрителей, который с первых аккордов перенес их в атмосферу Чечни, наполненную богатой культурой и уникальными традициями. Очень рада, что я приехала с ближнего Подмосковья, сама уроженка Чечни. Очень понравился концерт. Люди все такие спокойные, доброжелательные. И вообще очень теплая, хорошая атмосфера. И я очень довольна. Я с собой привезла и внучку, и дочку, и подружку. Мне так здорово. И я в свое время, в 1975 году, выступала в Болгарии с ансамблем «В войнах». Да, и мне настолько бальзам на сердце, вы даже не представляете, до слез. Спасибо большое, кто организовал. Это вот такой замечательный концерт. Каждый номер был настолько отработан. Молодцы, это радует. Мы гордимся. Я восхищаюсь. Такой ансамбль. В Москве нашу культуру, видеть все это очень замечательно. Такой ансамбль в войнах — это просто такие костюмы, актеры. Концерт стал универсальным языком для сближения людей, разрушая стереотипы и открывая двери в самобытный мир древней культуры. Рамзан Абуев, Магомед Бараханов, Магомед Ахматов. Вести. Чеченская Республика. В столице продолжает работу программа развития кадрового управленческого резерва «Школа мэров». Участники сегодня проходили обучение по направлению хозяйственной деятельности и развития территории. За ходом второго дня образовательной программы наблюдал наш корреспондент Турпалали Тайсумов. На второй день образовательной программы «Школа мэров» темой обсуждения стала хозяйственная деятельность и развитие территорий. Чтобы ответить на вопрос, как развивается в этом направлении Чеченская Республика, к гостям из различных городов и районов России присоединились официальные лица нашего субъекта. Приветственный адрес главы региона Рамзана Кадырова зачитал премьер-министр Магомед Даудов. Дорогие друзья, я рад приветствовать организаторов и участников образовательной программы «Школа мэров» в городе воинской славы Грозном. Чеченская Республика имеет богатый опыт в сфере управления городским хозяйством. Как вы знаете, Грозный был практически полностью разрушен. Только решительные действия и твердая позиция первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмада Хаджи Кадырова привели нас сегодня к успеху. Благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина начался строительный процесс, который охватил не только город Грозный, но и всю республику. Сегодня, 16 апреля, в Чеченской Республике отмечается День мира, годовщина отмены контртеррористической операции. Чеченская Республика сумела победить международный терроризм. Наши воины и сегодня стоят в авангарде защитников Отечества, мужественно отстаивая интересы страны в рамках специальной военной операции. За короткий срок мы сумели создать в республике современную инфраструктуру, построить социальные объекты и начать строительство новых районов. Я рад, что одним из этапов программы «Школа мэров», которая запущена по поручению президента России Владимира Путина, проходит в городе Грозном. У вас есть возможность не только перенять опыт, но и своими глазами увидеть, как разрушенный до основания Грозный превратился в современный город
с развитой инфраструктурой. Желаю участникам программы «Школы мэров» удачи и достижений поставленных целей. С уважением, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Председатель правительства напомнил собравшимся, каким образом регион шел ко Дню мира в 2009 году и что здесь изменилось в социально-экономическом направлении с того периода. По его словам, сначала нужно было бороться с международным терроризмом, представители которого прибыли на эту землю из десятков стран мира. Поверьте мне, даже в 2009 году, когда отменили контртеррористическую операцию, города Грозного, который мы видим сегодня в таком облике, практически не существовало. И мы тогда с автоматами в руках, нам пришлось сначала освободить наши земли от террористов, которые к нам, так скажем, заехали с 53 стран мира. Можно сказать, все разведки наших коллег работали на территории России, в частности Чеченской Республики. Цель у них какая была? Да и такая же, как сегодня в Шебекинском районе, на Донбассе. Это прежде всего разрушит наше единство, чтобы на карте мира не было такой страны, как Россия. И мы, конечно, как и в те времена, под руководством нашего президента, верховного главнокомандующего, нету даже никаких сомнений, и не должно быть у россиянина таких малейших сомнений, что мы не освободим наши земли, наши территории и не освободим от гнета фашистского населения полностью нашего Донбасса и части так называемой теперешней Украины, которая фактически всегда является российской. К чему я это? Мы все это, как вы знаете, лет 25 назад у нас тоже, наш народ, в целом чеченский народ, более миллиона человек, мы были на грани исчезновения. В прямом смысле этого слова, коллеги, если кто-то был в те времена в наших краях, это может хотя бы представить себе, что у нас было. Полностью разрушенная республика, города вообще не было. Ставился вопрос, вообще восстановить ли город на его прежнем месте. Ставился такой вопрос, и тогда Далгазот Коболдойл, наш первый президент, Герой России Ахмат Хаджиев сказал: мы восстановим город Грозный именно в том месте, где она исторически всегда была столицей Чечено-Ингусской, а потом уже Чеченской Республики. Помощник председателя правительства Российской Федерации Муслим Кучиев в своем выступлении назвал главные проблемы, которые были преодолены на пути к текущему благосостоянию. Действительно, могу подтвердить, тогда широко освещался вопрос не только на местном уровне, на федеральном уровне, собственно, о переносе города Грозного в другой географической точке. И надо отдать честь и хвала Ахмату Хаджи Кадырову за все, что он сделал, в том числе за то, что он отстоял историческое место. Тогда он сказал, если перенесем в другое место, это будет действительно другая история, другой город. И ему поверили, город начался на том месте, и при непосредственной поддержке и Владимира Владимировича Путина, и федерального центра. Тогда, просто для примера приведу вот некоторые цифры. Из более чем 5000 многоквартирных жилых домов в то время, расположенных в Грозном, были полностью разрушены почти 2000 домов. И остальные все были частично разрушены. Какие-то этажи были, подъезды были снесены. То есть это действительно была ужасная картина на тот момент. И тот же частный сектор, из 50 тысяч домов частного сектора были разрушены полностью до основания 17,5 тысяч. А остальные подверглись частичному разрушению. И действительно ощущалось дефицит населения. Многие уезжали от войны, жили в пунктах временного проживания за пределами республики. И на самом деле, если жители уезжают и специалисты, которые востребованы именно в процессе восстановления тех или иных социально-экономических секторов нашего города и республики. Это говорит о том, что не только люди поверили, но и бизнес верит. Вы можете видеть результаты вот этой веры, результаты инвестиционной привлекательности на улицах нашего прекрасного города, который бурно, семимильными шагами развивается. И, я думаю, горизонты развития, они очень такие перспективные.
В беседе с представителями средств массовой информации Муслим Хучиев поделился, что на сегодняшний день Грозный является замечательным примером того, как надо строить современные города. Пусть даже и была полная разруха, это не помешало столице прийти к своему неоспоримому статусу одного из лучших городов в стране. Безусловно, принимает передовые опыты, которые есть в городах нашей страны. А Грозный, на самом деле, является такой яркой, эффективной площадкой не только в теоретическом плане, но и в практическом, как нужно и можно построить современный удобный город. Даже имея, скажем так, незавидные стартовые условия, это разрушенный послевоенный город. И эта программа, на самом деле, в то время, когда мы работали, тогда этой программы не было. Вот нынешним градоначальникам, я думаю, повезло с этой программой, потому что они могут за такой образовательный короткий период получить столько знаний, на которые можно потратить десятилетия. И это является самым ценным направлением. Спасибо организаторам за такое направление, за такое образовательное начало. Это, я думаю, востребовано будет практическая работа любого мэра, любого градоначальника. А то, что выбрана площадка, это город Грозный, это не случайно, потому что действительно и новые регионы, где есть разрешение приграничия нашей России, у них есть возможность практически плоско посмотреть, как нужно восстанавливать, как нужно развивать города, в том числе после военных действий. Школа мэров реализуется Высшей школой госуправления президентской академии при поддержке администрации президента Российской Федерации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Все участники обмениваются опытом знаний в развитии своих городов и районов, входящих в состав субъектов. Они дают высокую оценку Грозному как площадке проведения данной программы. Иван Мешков прибыл из Псковской области. Псков – один из древнейших городов России. Глядя на то, как Грозный восстал из пекла войн, он утверждает, что здешним жителям очень повезло с руководством, реализующим грандиозные проекты. Идеи есть разные, мнения есть разные, но проект реализация микрорайона имени Владимира Владимировича Путина – это достойно уважения. Сроки просто ошеломляют. Я сравнил это даже вот с советским периодом, с этими масштабными стройками, пятилетками. Очень классный опыт, и мне очень понравилось. И коллеги, когда вчера презентовали его, я был очень удивлен. Гости из Белгородской области рассказали о помощи, которую военные из Чеченской Республики оказали субъекту в ходе атаки боевиками вооруженных сил Украины. Теперь их задача повторить такой же подвиг в восстановлении и улучшении своего края после победы над врагом. Бойцы Ахмата не единожды помогали, помогают и пришли первые на помощь нашему региону, активно помогают, участвуют в восстановительных мероприятиях, также в прикрытии. Огромное спасибо. Лично я сегодня отметил, я с ними работаю. Ребята душевные, и я думаю, за 3 года для них Белгородчина стала второй родиной, о чем мы не единожды говорим и говорили, когда удается за чаем посидеть и поговорить. Данное мероприятие, в котором я участвую, очень интересное. Мы изучаем новые процессы, которыми делятся наши коллеги, потому что наша страна, она огромная, очень много разных проектов, очень много разных реализованных программ. Мы, после того, как мы посетили Грозный, мы были приятно удивлены сроками возведения жилых домов, целых проспектов. Поэтому данную историю мы попробуем переложить к себе в нашу практику нашей жизни, нашего дальнейшего развития нашего региона. В рамках программы также состоялась лекция Владимира Луговенко, заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта России. В своем выступлении он осветил ключевые приоритеты в развитии общественного пассажирского направления. Мы должны оценить, потом спрогнозировать, а что будет там 30-м, 35-м, 40-м в отношении видов транспорта. Определить концептуальные варианты развития транспортного службы. Что у нас будет? Автобусы вон такие, и там маленькие, дальше привели. Он делает соглашение городских электричек или там морского транспорта, или еще чего-то. Сформируется так называемый транспортный каркас по реализации стандарта. А после того, как определить концептуальный вариант, нужно определить мероприятие по его развитию. Выбрали 2-3 варианта, определили социально-экономическую эффективность для каждого варианта, выбрали тот, который максимально эффективен для населения.
Лекция вызвала большой интерес среди участников, которые задавали вопросы и делились идеями по улучшению пассажирских перевозок в своих регионах. Самое главное – получать самую последнюю информацию о том, что на сегодняшний день происходит в других муниципалитетах, какие есть интересные находки, какие есть интересные практики, чтобы их использовать, приедешь, вернувшись к себе в муниципалитет, либо в регион. Практическая работа состоялась в форме игры. Участники разделились на команды, в каждой по 2 человека. Один выполняет роль владельца процесса, второй – исполнителя. Все работают в полном молчании, что создает атмосферу сосредоточенности. Задача – собрать максимальное число карточек с поля. Каждый видит в этом пользу для себя и своих коллег. Игра была просто великолепная. Самая направленность ее, чтобы сплотить команду вокруг. Потому что, как видите, здесь все лидеры, каждый пытался тянуть лямку на себя. Но нас в конце все-таки удалось там сплотиться. Сложность определить порядок, потому что там по цветам карточки какие-то были с крестами, какие-то без. Сложность была выстроить стратегию. Грозный принимает более 80 участников. Главная цель программы – подготовка компетентных управленцев. Турпал, Лолита Исумов, Магомед Басаев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. Единые расчетные кассовые центры – это одна из важных составляющих в работе жилищно-коммунального комплекса. В Грозном прошла конференция Ассоциации региональных расчетных центров. Эксперты из разных уголков страны обсудили ключевые вызовы жилищно-коммунальной сферы. На месте работал наш корреспондент Рамзан Абоев. Путинский район станет жемчужиной столицы Чеченской Республики. С показа видеоролика о достижениях Чеченской Республики стартовало пленарное заседание конференции Ассоциации региональных расчетных центров по актуальным вопросам оказания платежных услуг. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Алексей Ересько отметил актуальность мероприятия, подчеркнув, что региональные расчетные центры – первый шаг к финансовому оздоровлению и прозрачности системы сборов за ЖКХ. Самое главное, что конечный потребитель – это наши с вами люди, они должны видеть прозрачность системы, должны видеть, как происходят их платежи, как происходит движение по их платежам. Кроме того, вот я уже сказал о том, что произошел рост собираемости платежей за последние годы. Но если анализировать по тем субъектам, где есть информационно-расчетные центры и где их нет, однозначный прирост собираемости именно в тех субъектах Российской Федерации, где информационные расчетные центры функционируют. Создание единых информационно-расчетных центров было рекомендовано государством еще в 1999 году. Сегодня она есть и в нашей республике. Ее функции сбора коммунальных платежей значительным образом совершенствуют всю систему расчетов. Министр строительства, ЖКХ и энергетики Муслим Зайпулаев в своем приветственном слове отметил, что проведение конференции поможет участникам улучшить показатели результатов благодаря обмену опытом. Опыту, который сегодня мы сможем перенять и для себя от наших коллег, тех, которые уже достигли определенных результатов. Мы надеемся, что мы в этом тоже уже станем лучше. Спасибо вам огромное, Марина Анатольевна, за то, что вы выбрали именно площадку Чеченской Республики, города Грозного, потому что для нас таким же образом имеет огромное значение, что люди приехали и увидели воочию город Грозный, Чеченскую Республику, людей, которые живут в Чеченской Республике, и насколько мы ждем и рады каждому и всем, кто приезжает к нам в республику. После пленарного заседания программа конференции продолжилась в 5 сессиях. Так говорили о том, что использование онлайн-касс с недавних пор стало обязательным для ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний при расчетах с потребителями коммунальных услуг. Это направлено на увеличение прозрачности финансовых операций. Здесь я бы еще чуть-чуть заострил ваше внимание на то, что мы кроме ИСЕ еще занимаемся интеграцией с ФССП и Газправосудием. Потому что для сферы ЖКХ в целом это достаточно актуальная такая тоже тема. Также обсуждались новые требования и ограничения на прием наличных платежей за услуги сотовой связи. С начала года введены новые правила. Теперь при внесении наличной оплаты в банках и почтовых отделениях необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. С 1 апреля вступили в силу дополнительные правила. Теперь одному человеку операторы связи могут оформить не больше 20 мобильных номеров. Также через портал госуслуг можно узнать информацию о своих договорах на мобильную связь.
Вместе с тем отметили, что функции надзора за соблюдением требований 115-го федерального закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, переданы от Росфинмониторинга к Банку России. Это изменение в регулировании потребует от операторов пересмотра их подходов к соблюдению законодательства. Данное мероприятие я посещаю уже второй раз. И с удовольствием всегда приезжаю на это мероприятие. Во-первых, это всегда очень качественная подготовка, организационные моменты. Но самое главное, это очень профессиональные доклады, очень злободневные темы для сферы ЖКХ, которые действительно позволяют нам погрузиться правильно и грамотно во всю эту сферу, найти правильные и грамотные ответы на поставленные вопросы, ну и пообщаться с коллегами. Всего сегодня представили порядка 30 докладов от экспертов органов власти Банка России, национальной системы платежных карт, а также представителей информационно-расчетных центров. Конференция продлится еще один день, где обсудят планируемые изменения в порядке осуществления расчетов и их влияния на отрасль ЖКХ. Рамзан Абуев, Шамсуди Джабраилов, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.